2011 года в республике не регистрировали случаи заболевания кори, и мы уже были уверены в том, что наша территория будет сертифицирована как территория, свободная от эндемичной кори. Но в декабре 2011 года к нам была завезена корь из соседних регионов. Это Республика Чечня, Ингушетия, далее Кабардино-Балкария, Грузия. И у нас стали регистрироваться случаи заболевания среди местного населения. Это опасное заболевание, очень контагиозное. И если вот у нас среди детского населения сложился, так скажем, популяционный или коллективный иммунитет, вначале у нас болели дети, то в настоящее время у нас стали болеть взрослое наше население. И необходимо отметить, что некоторые были привиты однократно, а вообще-то защитный титр – это когда мы имеем двукратную иммунизацию. И, конечно, на сегодняшний день нас обеспокоила ситуация по поводу того, что стали регистрироваться случаи заболевания среди медицинских работников. Но мы уже говорили о той большой работе, которую провело Управление Роспотребнадзора совместно с учреждениями здравоохранения республики. И надо сказать, что вот активная деятельность и Беслановского, так скажем, центра многопрофильного и других учреждений, где были зарегистрированы случаи, привело к тому, что, в общем-то, на сегодняшний эти очаги локализованы. И вот самое главное наше направление – это проведение иммунизации населения. Это единственная на сегодняшний день, значит, такая наша позиция. Она была, конечно, завершена. Порядка 1000 человек только в Беслановском центре были иммунизированы. Значит, у нас были случаи заболевания в гипермаркете «Магнит», там тоже порядка 250 человек были иммунизированы, и стали регистрироваться случаи еще среди служащих Министерства внутренних дел. Вот сейчас мы тоже проводим много, значит, работы, противоэпидемические мероприятия и в домашних очагах, так называемых, и по месту работы, и вакцинируем вот наше население, уже взрослое. Поэтому на сегодняшний день мы обращаемся ко всем жителям нашей республики о том, что необходимо проводить иммунизацию. То есть, если планово мы иммунизировали население до 35-летнего возраста, то в настоящее время во всех очагах необходимо проводить иммунизацию, если нет сведений о прививках, если привиты они были однократно, и ежели они не имели двукратной иммунизации. Вот в этих случаях во всех необходимо проводить, значит, вакцинацию противокоревой живой вакциной. Это самое главное на сегодняшний день. И, конечно, наблюдение за контактными мы проводим на время максимального инкубационного периода, это 21 день. И необходимо, конечно, остерегаться тех серьезных осложнений, которые может давать корь. Это и ларинготрахеиты, это и пневмонии, это и менингоэнцефалиты, очень тяжелое поражение центральной нервной системы. Поэтому, сделав прививку своевременно, а она эффективна именно в первые 72 часа, мы будем надеяться на то, что будет создан коллективный или популяционный иммунитет, и наше население будет здорово. А мы будем стремиться к тому, чтобы наша территория была свободна от эндемичной кори. Значит, на сегодняшний день резерв противокоревой вакцины у нас есть, это порядка 10 000 доз, поэтому все, кто нуждаются в иммунизации, если это очаг, мы, значит, занимаемся это с учреждениями здравоохранения, организованно они выезжают по месту работы и организованно прививают прививочные бригады их прямо на месте. А если хотят иммунизироваться, как говорится, до 35-летнего возраста, все поликлиники у нас готовы, и любой может прийти в свою территориальную поликлинику, то есть по месту жительства, и привиться против кори. Повально всем нет необходимости, поэтому я еще раз напоминаю, да, что только до 35-летнего возраста. Это плановая так называемая иммунизация, а вот если уже у нас очаг, там, где есть заболевшие, то в этом случае, конечно, без ограничения возраста должны быть все прививаться. Ну, необходимо отметить и поддержку вот с этих всех наших и профилактических, и противоэпидемических мероприятий, значит, правительством республики. Уже в первые дни Нового года была собрана санитарно-противоэпидемическая комиссия под председательством зампреда правительства Сергея Табо.
Камбулова. И подробно состоялся такой разговор со всеми главами администрации местного самоуправления, с руководителями органов и учреждений здравоохранения, министерств и ведомств. Ну, соответствующее решение было вынесено по борьбе с этой коревой инфекцией, и сейчас мы приступаем к реализации этого решения совместно с другими заинтересованными структурами.